дорогие гости и писатели наши, студенты. Сегодня День югагирской литературы, посвященный 105-летию основоположника югагирской литературы Николая Ивановича Спиридонова Теки-Одулока и первого драматурга, писателя Геннадия Алексеевича Дечкова, 65-летию. Так, сегодня это мероприятие проводит Ассоциация югагиров Республики Саха-Якутия. Разрешите мне предоставить слово президенту Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Саха-Якутия, народному писателю Андрею Васильевичу Кирошашкину. Дорогие друзья, Вячеслав Иванович мне вчера позвонил о сегодняшнем мероприятии, но у меня сегодня есть еще одно мероприятие, очень важное, 5 часов. Мы отвечаем идею одного журналиста Дмитрия Пухова. Но я не мог не прийти на это мероприятие, на День югагирской литературы. Я с большим удовлетворением отмечаю то обстоятельство, что югагирская литературная ассоциация из года в год расширяет, убавляет свою работу. И это очень похвально. Не только в плане общих таких организационных мероприятий, и самое главное, достаточно много работы ассоциация проводит по развитию югагирского языка. Довольно успешно идут издательские дела. Появились новые книги, новые публикации. Все это результат ответственной работы югагирской ассоциации и Совета старейшин югагирского народа. И Совет старейшин возглавляет Вячеслав Иванович Харин, вы знаете, председателем ассоциации югагиров. Давно уже работает Валентина Семеновна Акимова. И они своим добросовестным отношением, своим общественным обязанностям, несмотря на то, что они имеют свои направления работы уже на постоянной основе, но многого не они являют своими сородичами. Вот День югагирской литературы. Что такое день? Это день всего лишь один день. И очень бы хотелось, чтобы этот день превратить в дни югагирской литературы. Ну, скажем, сегодня проведем День югагирской литературы, но никто не будет мешать тому, чтобы эту работу продолжить и в ноябре, в декабре, также сами решите в форме, в формате Дней югагирской литературы. Тогда мы могли бы охватить большой круг читателей, заинтересованных людей. Но, по крайней мере, вот эти дни можно было провести в Сенат Северо-Восточного федерального университета. Николай Иванович Спиридонов Теки-Одулок — это сначала маленький югагир, первый ученый северян, кандидат филологических наук, крупный, кандидат экономических наук, просто неправильно написано там, кандидат экономических наук, крупный общественный деятель. Отрываясь от контекста, если я скажу, Мастава Якутии — это первый ученый, который защитил
учености. Это надо иметь в виду. Среди всех народов Якутии крупная общественная деятельность. Повесть «Жизнь Теургена Старшего» — первое крупное произведение литературы малочисленных народов Севера, является первым произведением, положившим начало рождению югорской литературы. Геннадий Алексеевич Дьячков — югорский писатель, драматург, неодорядная личность, автор пьесы «Розовая чайка», повести «Казбек» и других произведений, рассказов, стихов. Эти видные представители коренных югорского народа были беззаветно преданы своему северному краю, своему югорскому народу, целью жизни которых была идея процветания малочисленных народов Севера. Весь свой многогранный талант, яркую жизнь они посвятили этой важной теме. Ассоциация югаверов Республики Якутии и Совет старейшин югаверов достойно продолжают дело своих знаменитых сородичей. Своей активной деятельностью они подают яркие примеры инициативности, последовательности и населенности на конечные результаты. Мы знаем и по сообщениям других представителей югорского народа, таких как выдающийся писатель Семен Николаевич Курилов, академик Академии духовных коллективов Сахара Якутии, крупный ученый, доктор филологических наук, талантливый поэт Гавриил Николаевич Курилов Булаву, яркий поэт-прозаик, член Союза художников России, фотохудожник, поэт, заслуженный деятель искусства Республики Сахара Якутия Николай Николаевич Курилов. Дорогие участники мероприятия, от души желаю вечеру югорскую литературу, успешной работы. Желаю всем вам доброго здоровья, счастья, благополучия и дальнейшего успеха. Убежден в том, что коллективными усилиями нам удастся решить сложные проблемы сохранения и развития не только югорского, но и других коренных малочисленных народов Севера и Республики Сахара Якутия. Позвольте подать приветствие на адрес Вячеслава Ивановича Шадрина. Уважаемые друзья, нынешний год для нас юбилейный. 105 лет со дня рождения основоположнику нашей литературы, первому нашему ученому Текедулову Николаю Ивановичу Спиридонову. И 65 лет нашему первому драматургу, писателю Геннадию Алексеевичу Дьячкову. Кто-то может сказать, что это не такие юбилейные даты, чтобы их отмечать. Но для нашего народа любая дата имеет очень большое значение, потому что эти даты посвящены людям, которые стали гордостью своего народа, которые являются теми людьми, которые как маяки освещают наш путь, которые делают нас сильнее, богаче, поднимают в нас и пробуждают этническое самосознание. Такие люди очень нужны. Без них наша жизнь была бы серой, тусклой, и, наверное, бы наша культура постепенно затухала. Но именно благодаря таким людям наша культура, наш народ сохраняется. И вот здесь сейчас наш первый блок мы посвящаем, нашего вечера, вот первый блок мы посвящаем Николаю Ивановичу Спиридонову Текедулову, нашей гордости, нашему халичачи, идущему впереди. И слово о нем предоставляется кандидату исторических наук Семену Николаевичу Горохову, профессору Северо-Восточного федерального университета. Уважаемые товарищи, деятельность великого мира Текедулова всегда интересовала, волновала людей, прежде всего всех северян. Текедулов прошел такую же жизнь, как и все северяне. Родился он
очень бедной семье. Отец с матерью имели 11 детей. И из них осталось только 4 живых. Остальные рано умерли. Чтобы как-то обеспечить более-менее нормальную жизнь, по их мнению, по их понятию, они вынуждены были отдать своего ребенка, маленького еще, на услужение другим людям. Он был принят в венскую семью, затем его дали в русской семье, а русская семья отдала его якутской семье. И вот эта засепка какая-то в жизни дала ему возможность перед советской властью стать знаменитым человеком, писателем, ученым, общественным деятелем. К сожалению, в годы сталинские репрессии в числе других северян был арестован по ложному доносу в сотрудничестве с японской разведкой. И это сказалось на его дальнейшую жизнь. И в 1938 году, неполные 32 года, Текодулов был расстрелян в Ленинграде. Текодулов отличался от своих сородичей вообще северян высокой образованностью, начитанностью, умением привлекать к себе слушателей. Ему верили, его слушали, его поддерживали рядовые простые люди тундры и тайги. Его зажигательные речи и выступления всегда находили поддержку и понимание охотников, рыбаков, зверобоев Колымы и Чукотки. Текодулов был политический, общественный деятель, хорошо знающий русский, якутский, венский и юкагирский языки. Возможно, он неплохо изъяснялся и на чукотском, и эскимосском языках. Поэтому не случайно он был именно командирован в Чукотку, Колыму, чтобы устанавливать советскую власть, организовывать советские органы. Николая Ивановича Спиридонова Текодулука очень многогранно. Это не только, как вот сейчас выяснили, и общественный деятель, не только писатель, ученый, который болел за свой народ. Очень много интересного. В этом году, летом, в Нелемном, было проведено юбилейное Шахаджибе, посвященное юбилею Николая Ивановича Спиридонова Текодулука. И приурочив к этой дате, в районе начали работу над подготовкой книги о Текодулуке. Они изыскали средства, сумели командировать человека в Хабаровск,
в архив. Дело в том, что до 50-х годов район Верхней Колымы относился к Хабаровскому краю. И поэтому многие документы из жизни Текедулока хранятся именно в архивах города Хабаровска. Вообще мы достаточно много нового узнаем о Текедулоке. Интересно, что вот в прошлые годы, вот буквально совсем недавно, например, был издан словарь Текедулока, югирско-русский и эвенско-русский словарь. Да, он сырой, да, это только лишь наметки словаря. Но грань открылась именно Текедулока как филолог. Мы знали о том, что он занимался проблемами, связанными с языком. Нам были известны его статьи о югирском языке, о югирах, которые были опубликованы в Большой советской энциклопедии. Но о том, какую он работу, как он проводил, для нас эта страница была неизвестна. И вот ленинградский, санкт-петербургский теперь ученый, исследователь Алексей Курыкин в Магадане в архивах ученого-исследователя Орловой обнаружил данную рукопись, наброску данного словаря, которая открыла нам данную страницу его сведений. Много нового мы узнали, когда были открыты архивы органов госбезопасности, связанные с репрессиями. Известно, что Текедулок был арестован в конце апреля 1937 года и в феврале 1938 года он был расстрелян. Почти год он находился в застенках госбезопасности. Тяжелое действительно время не только для нас, но и для всей нашей страны. И вот интересно, тоже вот листая страницы данного дела, открываются буквально такие фантасмагорические обвинения, которые были предъявлены ему. В частности, его называли агентом японской разведки. Первоначально обвинение даже было звучало таким образом, что это японец, прошедший пластическую операцию, настоящий Спиридонов был убит, а это японский шпион, который прошел пластическую операцию, и типа он был внедрен вместо Спиридонова в ряды вот, так сказать, писательской организации в Хабаровске. Ну, это настолько было даже для этих следователей понятно, что это настолько абсурдно, что потом была изменена формулировка, что Текедулок проживал в здании, которое находится по соседству с японским консульством, и мог через окно сигнализировать, показывать какие-то документы японцам. Вот такие данные, такие страшные знания. Для нас практически была неизвестна его кандидатская диссертация. Да, мы знали, что она где-то есть, да, знали, что она находится в Ленинграде, но вот совсем недавно, буквально только 4 года, как она введена в научный оборот. И вот буквально каждый год, ну, может быть, не каждый, но тем не менее, вот идет время, и открываются новые страницы его жизни и творчества. Я надеюсь, что, может быть, нам судьба подарит возможность найти рукопись его докторской диссертации. Возможно, нам Бог поможет в этом. Вдруг обнаружится где-то рукопись, пропавшая его второй части его повести «Жизнь Инфрудина-младшей», которая была сдана в редакцию журнала «Пионер» в апреле 1937 года, буквально за несколько дней до его ареста. И вот это вот все, вот то, что эти грани открываются и все продолжает открываться. Но что интересно, я бы хотел обратить ваше внимание. Он был арестован, когда ему было всего 32 года.
То есть арестован и расстрелян. То есть фактически он работал всего 31 год. Потому что последний год он находился за стенкой. И за этот 31 год он сделал так много. И вот это очень важно. Я обращаюсь особенно к нашим молодым представителям, чтобы задумались. Жизнь действительно кажется бесконечной, длинной, что много можно чего успеть. Но вот жизнь Тетя Друга показывает, что надо успевать много. И задумайтесь, он старше был вас всего, наверное, лет на 10 максимум. Но он уже вошел в историю. Я понимаю, что это время, можно сказать, назвать даже ренессансом. Человек эпохи Возрождения, который мог во многих областях действовать. Но у вас есть возможность, наш народ находится в очень сложном положении. Трудно, если не сказать в критическом положении. И можно многое тоже сейчас сделать. Не только для себя, но и для народа. Как ты, Я хочу поблагодарить Семена Николаевича Горохова за его выступление. Дело в том, что для тех, кто не знает, я хочу представить Семена Николаевича Горохова, доктор, кандидат исторических наук, профессор. Он тоже югакир, наш сородич. Он представитель алайских югакиров. Вот. Сейчас я бы хотел предоставить трибуну, наверное, да, не трибуну, а микрофон нашей девушке Ирине Тускуловой, которая споет вам песню на югакирском языке. Иван Федорович Мариков, можно вас попросить встать, да? Вот, Иван Федорович Мариков, Легонова как раз. Вот. А Панна Егоровна Прокопьева здесь находится. Александра Егоровна Прокопьева. Зухра Тускулова. Вот только что исполнила песню Ирина Тускулова. И вот девочка Анастасия Дичкова. Вот это вот наши представители Николаевских югакиров, в той или иной степени связанные родственными узами с Тетей Другом.